Впереди незабываемый отдых на туристической базе «Башкирская деревня». Мы организуем и проведем вашу свадьбу, юбилей в одном из самых живописных уголков республики – Юмагузинском водохранилище. Туристическая база «Башкирская деревня». Мы не оставим вас равнодушными. Вы не перестаете восхищаться чудесами нашей природы, в которых оживают легенды и предания? Вы готовы посетить эти прекрасные места нашей республики самостоятельно или же все-таки с командой следопыта? Так вот, друзья, мы вам предлагаем это делать вместе с нами. Почему? Потому что мы вам не только покажем эти места, но и расскажем, как их посещать безопасно для жизни. Здравствуйте! Сегодня мы вновь находимся у гостеприимнейшего хозяина туристической базы «Башкирская деревня» в Кугарчинском районе. Вот под плотиной Юмагузинского водохранилища у Марса Хабголовича Юлбарисова. В этот раз, Марс, зачем нас пригласил? Вот ты у нас был в гостях летом. Так. Мы прошли с тобой по водохранилищу на катере. Вы это помните, друзья? Был приезд зимой. Мы на снегоходах прошли весь маршрут. Были с тобой в пещере Театральная. Увидели все красоты. Азантаж, крейсер. Зимние красоты. Да. Сегодня осень. Я пригласил дайверов, а их собралась целая экспедиция. Значит, для исследования пещеры, подземной пещеры Сакаска. Голубое озеро. Ага. Вот. Эта экспедиция будет делать исследования глубины, длины озера, делать там картографическую съемку. Они изучают пещеру для того, чтобы другие дайверы могли приезжать и по проложенному маршруту наслаждаться красотами Сакаски. Этой подводной пещеры. А я, Булат, иду на полшага вперед. Так. Я уже заложил фундамент под дайвинг-клуб. Там будут и классы, и бассейн, и компрессорная, и место для сушки оборудования, одежды. Так что, Булат, катер нас ждет. Марс Юлбарисов, председатель благотворительного фонда имени Кинзи Арсланова, директор туристической фирмы «Юлбарс». Ну что ж, друзья, я думаю, что это путешествие вместе с дайверами будет не менее интересно, чем то, что мы уже были у тебя, да, Марс? По снегоходному маршруту, повторюсь, летний маршрут, на Нугуше, да? Пошли? Поехали, друзья. Итак, друзья, наша экспедиция в пути. И вот первое, что я вам хочу показать, это вот эта скала, Митрошкин камень называется. Был такой человек, который знал весь фарватер реки Белой. Это сейчас здесь затоплено, а раньше была река. И вот по этой речке сплавляли с чугунных заводов, там Верховьях, по Белой, Белорецкие заводы, Демидовские, вот. Сплавляли чурки такие, чугунные. И, конечно же, человек должен знать, как проплыть все эти камни, все водовороты и так далее, чтобы не разбить плот. И вот Митрошка уже видит, что он выходит из гор, что его плот, полностью груженный этими чурками, наконец-то почти что проплыл по этой реке. Он расслабляется и по одной из легенд начинает играть на своей любимой скрипке. Ну, теряет руль, управление, и его маленький этот плот разбивается вот именно здесь.
хозяин за то, что Митрошка провинился, велел своим подданным поднять его на скалу и там засечь. Засекли его, к сожалению, до смерти за то, что утопил вот эти вот чугунные болванки и принес убыток своему хозяину. Ну и назвали эту скалу Митрошкин камень. Посмотрите, запомните, если будете плыть здесь, вы его узнаете. Сейчас больше, чем 1,5 тонны только оборудование. Нас порядка вот 12 человек, те, кто и полезет в эту бездну, и те, кто обеспечивает безопасность, съемочная группа. Вот видите, тут баллоны с газовыми смесями, которые позволяют очень глубоко нырять до входа в пещеру подводную, откуда выбивает вот это голубое озеро. Оно теперь, к сожалению, осталось под водохранилищем, там внизу. До него 21 метр. Дальше вот ребята хотят пронырнуть еще глубже. А дальше вдаль, сколько они плывут, они пока еще сами не знают. Одним словом, цель экспедиции состоит в том, чтобы как можно дальше пройти по подводной уже пещере. И есть предположение, что вот это голубое озеро, оно соединяется с провалом Кутук-Сумган. И первая экспедиция под руководством Михаила Андреевича Чванова, нашего писателя, который открыл Кутук-Сумган, они в те годы еще, в 60-е, они туда запустили какую-то белую, естественный какой-то краситель, и он выплыл через Голубое озеро. Поэтому Кутук-Сумган, получается, соединяется с Голубым озером. Сколько ребята пронырнут дальше, покажет только время. А мы продолжаем путь, и посмотрите, вот это вот высокая скала. Называется она Азанташ. Почему Азанташ? Потому что когда проплывали здесь плоты в те далекие времена, 17, 18, 19 века, да, местный мулла поднимался по гребню на вершину Азанташа и призывал путников к молитве. Поэтому вот местные жители назвали эту скалу Азанташ. Посмотрите, тут есть возможность причалить вообще, подняться наверх. Чуть правее Азанташа есть пещера. Можете туда слазить, если будете здесь. И в то же время подняться на Азанташ. Друзья, мой коллега, автор и ведущий программы «Моя планета Башкортостан» Русского географического общества Рустем Сиразидинов, он тоже дайвер, он тоже будет погружаться вместе с этой командой туда, в эту бездну. Рустем, а что вообще известно про то, какие были погружения, сколько примерно прошли раньше, в какие годы, какие команды дайверов здесь, может быть, были уже?
Здесь были погружения, неоднократное погружение. По крайней мере, вот два участника сегодняшней экспедиции погружались здесь 2 года назад. Это Александр Хижняк и руководитель экспедиции, с которым Женя. Евгений, да. На сегодняшний день обследовано порядка 500 метров тоннеля. Это вдаль. Вдаль, да. А в глубину сколько? В глубину это составляет приблизительно 50-60 метров. Это имеется в виду и 21 метр до входа, да? 21 метр до входа в арку, и дальше вот на 500 метров проход, и там где-то вот 50-60, я так слышал. Еще не был ни разу, поэтому вот сегодня хочу попробовать. Ну, я планирую провести подводные съемки, снять участников экспедиции под водой, в пещере. Надеюсь, это получится. Тебе удачного погружения и дай бог, чтобы вода была чистой, и ты смог нашим зрителям показать все красоты этой пещеры. Ждем? Скажи, пожалуйста, вот на большой глубине что происходит с водолазом? Там же давление огромное. Это школа, это тренировки. Вот любой из нас может сегодня вот взять и погрузиться? Ну, фактически это может сделать любой здоровый человек, но для этого, конечно, нужны определенные навыки, нужно знать определенные правила, нужно знать физику, химию, анатомию и некоторые другие научные дисциплины, которые мы порой игнорируем в школе. Ну вот ты ныряешь на эту большую глубину. Что с тобой происходит? Меня больше всего волнует давление, которое там есть. Вот я в бассейне, например, вот любой из нас в бассейне, ныряем на 4-6 метров, там же давление на уши сразу бьет. Ну да, это вот происходит, если человек простыл, ОРЗ, насморк, естественно, давление чувствуется. Но для этого есть специальная система продувки. Зажимаешь нос через маску и продуваешь уши. А если уже боли резкие такие не прекращаются, тогда лучше всплыть. То есть в данный момент ты просто не готов погрузиться. У тебя какое-то недомогание легкое, там простуда, лучше не рисковать и подняться. Ну, я понимаю, можно продуть и так далее простому человеку на глубине, скажем, ну до 10 метров. А на 60 что происходит? На 60 происходит то же самое, что на глубине 5-6 метров. Да ты что? Конечно. Это для меня открытие вообще. То есть вот ты ушел на 6, на 8, все, ты уже провалился, вода тебя прижала, и ты спокойно там плаваешь. Единственный момент, это при всплытии, конечно, происходят некоторые изменения в организме. Поэтому вот таким глубоководным, пещерным дайверам им рекомендуется некоторое время пробыть на определенной глубине, пройти декостоп так называемый, для того, чтобы азот, который в крови у тебя начинает кипеть, от избытка чуть-чуть сошел до нормального состояния. Это и есть компрессионная болезнь, да? Да, компрессионная болезнь. Ну, в простонародье. Да, это пресыщение крови азотом. Угу. И всплывая, дайвер должен задерживаться на какой-то... Потихоньку всплывает. На глубине 6 метров обязательно декостоп, то есть минимум на 3 минуты ты должен пробыть на глубине 6 метров для того, чтобы лишний азот скинуть. Угу. Сейчас первая двойка у нас уходит, да, вот они, я смотрю, подготовились, уже практически уходят. Через какое время вторая двойка пойдет? Это будет какой-то сигнал или они всплывут? Первая двойка пойдет на 100 минут, то есть 1,5 часа. Через 1,5 часа они выйдут, и пойдет следующая партия. Выйдет вторая партия, пойдет третья заключительная партия. Не дай бог, конечно. Фу-фу-фу. Нету дерева. Вот он, в дерево стучу, как говорится, по дереву. Вот они, вот пара пошли, например. И дай бог, что-то там случилось. Связи-то с нами, с лодкой
лодкой, с базой же нет. Как они Они будут? поэтому идут вдвоем. Ну, кроме того, вот у них есть система безопасности. У них все в двойном экземпляре. То есть два регулятора. Если откажет один регулятор, включается второй регулятор. Вот у Евгения у него даже два компьютера. Если вдруг сломался один компьютер, у него есть второй компьютер. Все дублируется. Фонари обязательно не один, не два, а 3 фонаря. То есть вот эта система безопасности, она как бы гарантирует нормальное погружение вещей. Илья, поймал рачка? Живой, не живой? Главное рачок давай. Где рачок? Первое живое существо, которое, кроме человека, вышло из пещеры, друзья. Маленький рачок. И вот дайверы говорят, что это может быть даже эндемик, который живет только здесь. Это вот килограмм 15-20. Что удалось? Что удалось сегодня достичь, Андрей? Мы прошли еще вперед метров 50-60. Глубина стабильная, метров 60, не глубже. Чем глубже, тем видимость лучше, меньше мути. Но дно ровное, как-то не глубоко там. Камни сверху красивые. Стены белые? Да, пещера белая. Угу. Все первозданно? Совершенно. Так сказать, не ступала нога человека. Там сложно, видите. То есть для того, чтобы туда погрузиться, нужно брать с собой сколько? 2, 4, еще 6 баллонов на человека. Сложно.
Заплыть начало пещеры возможно и так, но только в самое начало. Там, где она начинает погружаться, валиться вглубь. Первый раз в этой пещере? В этой, да. Вероник, как первое впечатление? Здорово. Здорово? Не страшно было? Нет, не страшно. Это какая пещера по счету? Моя только вторая пещера. Вторая? Да. Что страшнее было, здесь или там? Ну, там была учеба, там все было по-другому. Там все было как будто вот так. Ага. Как по сценарию. А здесь как-то немножко все по-другому, и здесь более темно. Я училась в Орде, там было прям все прозрачно, далеко видно, а тут для меня темно. Но страха нет, да? Все-таки рядом Интересно, не друзья страшно. всегда помогут? Ну да, конечно. Вероника Иванова, дайвер, город Москва. Что-нибудь интересное было? Маленький такой рычаг. Ну, он похож на наш, который вот там речной или больше на морского? Дьявола Совсем какого-нибудь? малюсенький морской дьявол. Очень Цветный? маленький. Я бы сказала, беленький. Ага. Айда наверх, ждем, чай уже готов, бульон тоже. О, отлично. Ничего себе! И эта хрупкая девушка тащит на себе. Ребята, здесь килограмм 60-70, наверное, есть. Вероник, а там под водой вес такой же ощущается? Нет, он гораздо легче. Легче все-таки? Во много раз. Сколько кажется килограмм там под водой? Ну, оно так слегка давит, но почти ничего не весит. Здорово. 70 килограмм под водой превращается в ничто. Опа! Ну, пещера непростая, достаточно сильно мучиться. Работать нужно очень аккуратно, потому что немного лишних движений, и ты в абсолютном нуле. То есть выходить приходилось просто держать за ходовик, потому что не видно даже своего света. Страх есть? Это привычные условия, поэтому страха уже нет. Понятно. Поначалу, наверное, это страшно. Вернешься сюда? Да, вероятно, место хорошее. Как ты считаешь, вот ты же уже дайвер со стажем, есть перспектива у пещеры стать центром дайвинга даже России? Ну, что касается центра дайвинга, пещера достаточно сложная. Например, значительно сложнее, чем та, ну, известная Ординская пещера, да, именно в силу, во-первых, глубины, довольно глубоко. Ну и, во-вторых, то, что она мучится. Хотя то, что она мучится, это временное явление. Ординская поначалу тоже мутилась, но после того, как там туда начали ходить дайверы, постепенно вот эта муть, она сбивается с потолка, и пещера перестает мутиться, становится более прозрачной. То есть это нормальная история. Но это довольно глубоко. То есть здесь для того, чтобы нырять в эту пещеру, нужны очень хорошие навыки, серьезное обучение и достаточно серьезное снаряжение. То есть это не для каждого. Илья Козлов, инструктор по пещерному дайвингу, город Санкт-Петербург. Стоит ли в Башкирии, может быть, даже на базе башкирской деревни, раз условия здесь есть, создавать такой центр дайвинга? Ну, конечно, есть пещера, прекрасные условия в той же самой башкирской деревне, почему нет? Конечно. И потом я больше чем уверен, вот здесь это же карстовый район, и это не единственная пещера, которая здесь есть рядом. Подводная? Да, конечно, конечно. Очень много неизвестного, то есть я уверен, что в округе много подводных пещер, которых мы пока просто не знаем. Ну что ж, друзья, будем надеяться, что это не последняя экспедиция. Как говорят спасатели, не крайняя экспедиция в эту пещеру. Изучать ее, конечно, как вот говорят наши друзья-дайверы, еще много предстоит. Будем надеяться, что и в следующий раз мы сюда попадем, когда они уже пройдут и 500, и 1000 метров. И я очень надеюсь, что Сакаска будет привлекать дайверов не только со всей России, но со всего мира. И вы тоже путешествуйте, друзья. Дорогу осилит идущий. До встречи.
Участники экспедиции «Сакаска-2017» из предполагаемых 20 километров длины ходов пещеры прошли около 750 метров. Из них закартографировано 150 метров. К концу экспедиции обнаружили сильное расширение хода, предположительная высота которого около 20 метров. Обитатели пещеры подводного рачка, которого отловили для дальнейшего изучения учеными, назвали Сакаска. Изучение глубоководной пещеры будет продолжено. Предполагается строительство и создание дайвинг-центра в туристической базе «Башкирская деревня». Проведи незабываемый отдых на туристической базе «Башкирская деревня». Мы организуем и проведем вашу свадьбу, юбилей в одном из самых живописных уголков республики – Юмагузинском водохранилище. Туристическая база «Башкирская деревня». Мы не оставим вас равнодушными.